Я приехал из Республики Карелия. В общем, вчера прилетел в Сочи. Ты один? Приехал вот с подругой. Очень приятно. Это как у нас в России говорят, мы друзья. Вы живете в Аня Сочи? в Сочи, она меня в гости позвала. И вот мы вместе Как приехали ему на ваш повезло. праздник. Подруга. И какие впечатления? Впечатление? Ну вот я первый раз. У вас в Карелии такие праздники У есть? нас такого у нас Нету? вообще нет. Вот, это так. Это микрофон, это микрофон. Кулак в качестве микрофона? Значит, в Карелии у нас таких праздников нет. Я первый раз на таком веселом А в гулянии. Абхазии когда? И в Абхазии тоже первый раз. Впервые. Вчера приехали, узнали про праздник. Тебе страшно повезло. Тебе страшно, да. Нам страшно повезло. Все. Теперь ты, когда приедешь, будешь иметь крутых друзей в лице Да? Таургере. Вот, в лице этого человека, Хорошо. в лице Радика Гагуля и в моем лице. Очень приятно. Спасибо. А мы многое можем. Спасибо. А, Сарабара. да, подожди, я, подожди, бзия узбой или бзия бзбой? Не, бзия. Если ты женщина, обращаешься ко мне, тогда бзия узбой. А если он, Мужчина, то то в отношении тебя он должен сказать бзия бзбой. Что? Друзья, Все. перед вами, вот здесь, посередине, фото нашего отца. Его родной брат, наш дядя, их отец, наш дед. Это один и тот же человек. Здесь дедушка во время Великой Отечественной войны, где он, увы, и погибает, в свои 26 лет, оставив вдовой нашу бабушку и 3 детей. Двух сыновей и дочь. Тетя наша умирает совсем маленькой, ее фото у нас нет. Посередине, рядом с фото нашего отца, фотография нашей мамочки. Мама, ее родной брат, сестра, еще один брат. Их отец, мой дед, Цеп Куцне, вот здесь на фото с медведями. Его отец, вот здесь с левой стороны от вас, Кыч Куцне, со своим родным братом Хагяр и их племянником над ними Иван. Кстати, племянника звали Иван. Меня бы это столько не удивляло бы, но в те годы Хагяр, Кыч, Цеп, Вачана, Джат и Иван. Итак, дорогие гости, чтобы еще... Вот здесь я вам показывал фотографию бабушки с нами внуками. Вот здесь мужчина с газырями, с кинжалом, красавец. Это бабушки родной брат. Акаки Ламча. Их родители вот здесь наверху. Друзья, мои прадедушка и прабабушка. Ари Джат Ламча, Джат Йоп Брайану. Ари Харабу Пхаипшмалу. Мои прадедушка и прабабушка по бабушкиной линии. Мой дедушка и прадедушка по отцовской линии. Мой дедушка, и вот здесь с левой стороны от вас, прадедушка уже по маминой линии. Когда я вам показываю эти фотографии, уверяю вас, что я понимаю, что многие из вас, вообще многие, не могут сегодня так показать фото своих прадедушек. Суть того, что я хотел вам рассказать, никогда не поздно начать собирать те фотографии именно с того момента, когда они у тебя есть. Еще главнее, чтобы в будущем тех, кого мы с вами растим сегодня, смогли продолжить все это дело. Уважаемые гости, где-то на этом я завершал свой небольшой рассказ, но в последние годы, в связи с последними событиями, я начал отмечать тот факт, что один из дедов рода моего, вы проезжаете поселок Бзып, там во дворе школы, обелиск по погибшим и отдельный обелиск по одному из моих дедов, Кокускерия Ясон Басятович, герой Советского Союза. Благодарю, друзья. Уважаемые, пожалуйста, сейчас при выходе не убегаем. Мангальная зона, где готовят нам мамалыгу, фасоль. Идемте, поговорим немного, а потом по садам еще пойдем.
Идемте, 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 идемте. К тому времени нам обогреют зал, и мы уже с вами дальше. Ну как тебе? Вот. Интересно? Очень интересно. А ты Слав сколько молодец. дедушек знаешь? Своих Да. 4. 4 Всех деда? 4. Никого, к сожалению, живых нет. Ну, например, дедушку по отцовской линии как звали? Вячеслав. А его отца? Вот тут уже сложно. Хорошо, с Так. материнской линии. С Дедушку как материнской звали? Дедушку звали. Как? Ну все, Александр, ты... наверное, Александр. Александр. А его отца? Вот тут тоже сложно. Проходите, мы вас дождались. Идемте, идемте, идемте. Вот сюда, чуть правее проходите. И все сидят, а просто смотрят. Кстати, мы вам сегодня подадим на столы, чтобы вы попробовали. Это будет пресная еда. Но к нашим копченостям, остротам, подливам, это такой хороший баланс получается. Добро пожаловать, друзья. Мы еще не успели распределить работу, вы успеваете. Добрый вечер. Подержишь чай? Добро пожаловать, друзья. Мы все присоединяемся. Если, друзья, отварная мамалыга, то рядом обязательно отварная фасоль со специями. Мамалыга обыста, фасоль акут. Акут, обыста, зелень, соленья, сыр, мясо, чача, вино. Тяжело, друзья, но живем. Вот такими небольшими лопаточками, перемешивая, мамалыгу варят женщины. Для семьи, да, для семьи, для нескольких гостей в небольших казанах. Это дело женское. Но, когда гостей в доме много, уже обязательно за дело берутся, друзья, мужчины. Вот такими большими лопатами, веслами, перемешивая, по двое мужчин, кружась вокруг 100-литровых казанов, это дело уже мужское. Вот таким образом, друзья, 100-литровые казаны на свадьбах, да, когда большие компании, это дело уже мужское. Сюда гуляем! С правой стороны серебристые деревья, фейхуа. Чуть дальше красивый хурмовый сад, полярные это киви. Вот это вот, друзья, спелые ягоды, это лаконос, краситель для соленья. Вместо свеклы у вас. Прогуляемся, либо киви. Киви. Ну вон, смотрите. Полярная это киви, где-то еще проходите, по саду, прогуляемся. Уважаемые гости, собираемся, идемте к нам. А сколько человек бывает в день? Да, и 300, и 400, и больше бывает, но сегодня уже зима, немного людей. Пойдемте туда. Стояли. Орда. Вот это да. Все любят абхазское застолье. А как не любить-то его? Особенно у Руслана Кокоскери. Молодец, респектую. Сегодня можем как-то так, друзья, перед тем, как мы сейчас с вами зайдем в зал, позвольте коротко, немного с вами пообщаться о том месте, где мы сегодня с вами находимся. Поговорим о моем народе, об абхазах, тысячелетиями проживающих здесь, в этих местах. Абхазия многонациональна сегодня. Слава Богу, в мире и в согласии вместе с нами здесь проживают множество народностей. Но эдаки лет 150 тому назад была здесь совершенно иная картина. Мой народ практически один здесь и проживал. Это с того периода
в разные отрезки времени по разным причинам к нам сюда переселяются представители других народностей. Было время Голодомор, Великая Отечественная война, резня армяно-турецкая, наши амшенские армяне. Не буду уходить далеко в историю. Хочу вам всего лишь отметить тот факт, что по сей день на территории Абхазии так и называются населенные пункты. Эстонка, Молдовка, целые греческие поселения. А в 30-е, 40-е, 50-е годы это массовое переселение именно грузинской народности на территории Абхазии. Сегодня мы не об этом. Коротко немного о своем народе хочу с вами поговорить. И мы сегодня с вами, кстати, будем говорить не за побережье Абхазии. Не Гагра, Пицунда, Сухум, Афон, Ачимчира, Гал. Мы сегодня с вами поговорим о моем, где-то вот за нашей центральной трассой, за предгорье, где мы сегодня с вами находимся. Здесь у каждой абхазской семьи по 2-3 гектара земли. В среднем гектаров 5-6 смело можно констатировать. И 20 и 30 гектаров за одной семьей здесь никогда никого не удивляло и не удивляет. Так когда-то эти земли были распределены нам, нашими прапрадедами. Даже в советское время, когда колхоз забирает все эти земли, даже тогда каждый из прадедов отчетливо понимал, хоть и колхозная стала эта земля, но это земля вот их рода, что это земля вот их фамилии. И от поколения в поколение, передавая эту информацию, смогли сохранить и донести до нынешнего времени. Здесь немаловажную роль сыграло то, что, друзья, абхазы придают земле своих усопших прямо у себя при усадебном участке. Таким образом, наши предки привили любовь к этой земле. Рождаемся здесь, живем, и наш вечный дом. Когда я вам говорю о том, что рождаемся и живем, не все мы здесь живем. Здесь, в родительском доме, остается жить один из сыновей у родителей. Как правило, это младший, но это не табу. По мере того, как мы растим детей, смотрим, кто же из них все же более приспособлен к сельской жизни. С самых малых лет он обязательно себя проявляет. От того мы и готовим, и впоследствии оставляем жить здесь, в родительском доме. Остальные взрослеют, женятся и переселяются. Кстати, в моем народе это редкость. Но бывает такое, как говорится, сердцу не прикажешь. Он мог влюбиться в представительницу иной народности. Они с ней так договорились, уехал далеко за пределы своей республики. И где-то там далеко-далеко, построив большой дом, народив детей, счастливо прожил свою жизнь со своей любимой семьей. Но когда он поменяет мир, родня обязательно поедут, заберут его, и его место будет здесь, рядом с его предками. Уважаемые гости, вы скажете, неужели, Руслан, ты так и не нашел иную другую тему, пообещав нам веселый, хороший вечер и начать рассказ со своих гектаров и захоронений? Все дело в том, что за короткое время, за пару минут оставшихся у меня сейчас с вами поговорить, перед тем, как зайдем в зал, смочь вам рассказать, насколько нам здесь важна вот эта земля. Земля, я понимаю, важна всем. Так было веками, так есть и сейчас. Но, если можно мне говорить сейчас, продолжать таким образом, то здесь никогда не было возможности, не было и нет такой возможности, проживая в высотном доме, устроившись на работу, получая зарплату, содержать семью. И издревле, в буквальном смысле, кормила и кормит нас здесь вот эта земля. Это сады, огороды, виноградники, крупнорогатый, мелкорогатый скот, молоко, молокопродукты, масла, сыры, куры, индюшки, утки, яйца, вода, мука, сладкое, пасеки держим. Весь огород перечислять не будем, тем более,
сколько бы я сейчас не перечислил, обязательно кто-то задаст вопрос. Руслан, а картошка растет у вас? Уважаемые гости, вот таким образом, все, что необходимо. Кстати, когда я вам говорю, что мы здесь трудимся, хочу вас заверить, что я понимаю, что стоящий передо мной люд трудится в жизни не меньше. Кто-то на заводе, кто-то на фабрике, кто-то, как и мы, на земле, кто-то стоит у мартеновской печи. И список большой, но суть: работали и работаем все своим трудом. У вас может возникнуть иной вопрос. Руслан, скажи нам, хорошо, а вот как же вы в предгорьях Абхазии решаете вопрос финансовый? Вопрос денег моих дедов, тем более их дедов, или вообще никак не волновал, или ближе к советскому времени уже отчасти. Но сегодня мы все с вами живем совершенно в иное время. Это как минимум образование, школа, одежда, машина, бензин, как ее это, жена. Друзья, но так не отшутишься. Немного денег необходимо даже здесь. Излишки производимой продукции продавая, мы получаем ту небольшую сумму денег, которая в принципе вполне достаточна для нормальной жизни здесь, в этих местах. Но, увы, понятие «нормальная жизнь» разнится у нас у всех. Но так печально об этом говорить тоже необходимости нет, потому что уже давно нет запретов. Вдруг тебе надоело жить нормально, как все, ты хочешь выделиться, не откладывай. Буквально, как только тебя посещают вот эти мысли, на следующее утро, разбудив свою семью часа на 3 раньше обычного времени, выводишь всех, ну, по крайней мере, здесь у нас, выводишь всех на поля, при входе обязательно отнимаешь телефоны с тиктоками, будут работать, обязательно заживут лучше. Не так быстро, но обязательно. После вот этих моих слов передо мной вот такая тишина. Но если бы, меньше митингуя друг перед другом, как я сегодня перед вами, поменьше бы говорили бы все и делали бы больше. Вы простите, может, я уже заговариваюсь, но знаете, бывает же такое, рано-рано утром, в 12 часов дня, со своей подругой, соседкой, с 5, 7, 11 этажа, обсуждая весь земной шар при неубранной постели. Хорошо, ладно. Снова тишина. Дорогие гости, уважаемые, это я уже за многие годы к вам привык. А былые годы после второй тишины я немедля менял тему и еще долго томил гостей своими рассказами. Потому что я тогда наивно верил, что гостям прямо очень хочется меня и дальше слушать. Дорогие гости, может быть это так вдруг еще и продолжалось бы, но дай Бог ей здоровья, женщина. Пару лет тому назад вот это все слушать дальше просто не могла. Она меня перебила, говорит: друг, Руслан, ты постой, ты, говорит, сам только нам говорил. Вот меньше б говорили бы все и делали бы больше. Убедительная просьба. С советских времен у нас с вами в генах осталось, а очередей нет, но мы их создаем. Не оставляя места, друг, идемте. Да, впечатляет, да? Это, наверное, еще немного. Я думаю, что еще летом еще вот эта вся половина забита. Самое интересное. Да. Рассаживаемся, друзья, рассаживаемся. Обязательно.
обязательно отстроим свою маленькую республику. По крайней мере, глубокая уверенность и большая надежда на это у нас есть. Позволите, если 1 минуту попросить у вас, чтобы я в продолжение этого тоста прочитал бы вам небольшое стихотворение нашего великого поэта, народного поэта Баграта Шинкуба. Стихотворение так и называется «Моя республика». Одну буквально минутку, друзья, вашего времени. Спасибо. Благодарю. Ты прав, невелика моя страна, так полоса узка, береговая, что всю ее с Нагорной вышины увидишь ты от края и до края, но жизнь ее в седые времена ушла с плетениями корней глубоких, вставала грудью ты, моя страна, сражаясь против недругов жестоких, шли к берегам Абхазии моей грабительские орды, с гор и с моря пылали стены, крепости Трахей, и кровь лилась, и клокотало горе, а сколько в рабство взято в край чужой, а махаджиров горькое изгнание о кровной мести, о вражде слепой до ныне тяжело воспоминание, о гнет имущих мог бы плыть корабль по морю пота, что народом пролит, но жив народ, хозяин, а не раб, ничего ярмо его не обездолит, и поднимется, и процветет страна под братской, нерушимой защитой радушия, гостелюбия полна, с улыбкой ясной и душой открытой. Украина продолжает. Мичуринск продолжает. Санкт-Петербург. Новокузнецк, Кузбасс, приветствуем. Екатеринбург, друзья, приветствуем. Столица Урала. Да ладно, друзья, я извиняюсь. Вы представляете, оказывается, среди нас гости приехали аж из самого Краснодара. Куран, Краснодарский край, приветствуем. Начало русского флота, город Воронеж. Красивый город Казань, Татарстан, приветствуем. Татары, привет! Южный Урал, Танкоград, Челябинск. Вот он какой, настоящий челябинский мужчина. Говорим. Город трудовой новый, Алтайский край, Барнаул. Друзья, кого не называли? Калининград. Если мой город не назовут, я назову свой родной город. Нет. Я сама. С вас и надо было начинать. Еще раз, друзья. Калининград. Говорим. Казань, приветствуем. Казань, Татарстан. Еще раз, друзья, целая делегация. Тамбовская область. Город Моршанск. Сибирские Афины. Западная Сибирь. Город Томск. Столица Сибири. Новосибирск. Мадина, мясо. Пласт, Урал, Южный Урал,
Урал, Челябинская область. Рязань еще раз. Столица Золотого кольца Ярославль. Кого еще оставили, друзья, говорим? Белое море, друзья. Архангельская область, город Коклас. Друзья, Донецкая Народная Республика, город-герой Донецк. Приветствую. Друзья, Южный Урал приветствуем. Екатеринбург, столица Урала. Скажем, говорим. Новокузнецк приветствуем. Город Самара. Еще раз Новосибирск приветствуем. Еще раз Калининград. Итак, Говори. Южный Урал, Челябинск. А что ты про Карелию не сказал? Ай, зато я говорю всем моим зрителям: Карелия! Друзья, самым завершением Чтобы ваши дети вас радовали. все вместе. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом любимые и вся моя семья. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтобы достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука об руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно все вам говорить. Желаю, чтобы мы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре. Чтобы достали нажили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Чтобы достали жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Крутится все быстрей, стали звезды на год взрослей. Лес сорвался с календаря, но снова пустит землю. И так приложения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе всех заслуг. С днем рождения! Беспородный всегда везет, не печалься и не жалей.
сцене финалист музыкального конкурса «Апсны Сталь» Иракли и ансамбль «Марзакан». Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать сегодня на нашем концерте. Приятного отдыха и хорошего настроения. Поехали! Мы обозины живем на высоких горах. Мы обозины живем на скалах. Если хочешь увидеть Абаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Мы обозины живем на высоких горах. Мы обозины живем на скалах. Если хочешь увидеть Абаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Если хочешь увидеть Абаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Мы обозины, мы древний кавказский народ. Чтим мы Абаза, честь наша плод. Знамя свободы, рец высоких вершин, повидай, рыцарь горных хребтов обойди. Знамя свободы, рец высоких вершин, повидай, рыцарь горных хребтов обойди. Ай, как утро выходит, что там слышны слова. Сияем позике Абаза. И вот назад силой несет наша города. И все вдруг гора Кавказ. И вот назад силой несет наша города. И все вдруг гора Кавказ. Мы абхазы живем на высоких горах. Мы абхазы живем на скалах. Если хочешь увидеть Абхаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Если хочешь увидеть Абхаза хоть раз, приезжайте к нам на Кавказ. Словом называем нашу страну, нашу родину одним словом – Сыпсагил. Sağ yok
отдыхаем, танцуем. В своих мыслях я как ночи, как воздух на луне, но мне некому помочь, для меня там места нет. Суету навела в моем сердце навсегда, и тревогу в нем оставив, ты покинула меня. Суета, суета, ой, дари, дари, дара. Суета, суета, ой, дари, дари, дара. Суета, суета, в моем сердце суета, будто истина нужна, я снова чувствую себя. Никогда, никогда не покинет суета, если ты меня разлюбишь и не вспомнишь никогда. Свои